Смоет все. Под таким заголовком в сети интернет появилась информация о ближайшем прогнозе погоды на Черноморском побережье. В статье предупреждается, что в восточной части Черного моря формируется субтропический шторм, и непогода затронет Абхазию, а также республики Северного Кавказа и Турцию. Чтобы узнать, ожидают ли нас резкие климатические изменения, мы обратились в Академию наук Абхазии. Ученые уверяют, что ничего аномального в климате Абхазии не происходит и не произойдет. Такие явления имели место быть. Исходя из этого, ничего естественно, выходящее за рамки многолетних климатических значений не происходит. Вот. Но ясно, что природа, значит, вот своими такими отклонениями от нормы. А климат – это многолетний режим погоды, и он колеблется возле какого-то среднего значения. Эти колебания, они всегда имели место в ту или в другую сторону. Ученый также отметил, что таких сильных штормов, какие прошли в Абхазии 4 июля, не было последние 5 лет. Напомним, в тот день сильный ветер повалил десятки деревьев, снес крыши домов. Непогода нанесла огромный ущерб. А эти кадры сделаны совсем недавно, после ливневых дождей, когда затопило Гудаутский и Ачамчирский районы и Сухум. Были задействованы все силы МЧС республики, эвакуированы люди. Сильные дожди и подтопления возможны и в ближайшее время, говорит Тенвар Бейекба. Однако ураганов в августе не ожидается. Нас по-прежнему ожидает, значит, очень теплая осень. В прошлом году, если вы помните, до конца октября месяца даже в Сочи загорали, купались. Вот эта тенденция жаркой осени, она будет сохраняться. И мы не должны забывать, что самые сильные осадки, дожди, нас ожидают в октябре и в ноябре месяце. Но бывает, что они иногда смещаются и на декабрь. Бывает, что в декабре выпадают 3-месячные нормы. А эти кадры практически со всего мира. Стихия затронула Швейцарию, Люксембург, Нидерланды, Францию. Больше всего в Европе, по имеющейся информации, пострадала Германия. Наводнения, смерчи, потопы после сильнейших ливневых дождей в Китае и Турции. Сотни людей остались без крова, погибли или пропали без вести. Крым топит периодически, страдает и Краснодарский край, в котором вновь до 15 августа объявлено штормовое предупреждение. Ученые отмечают, что все это связано с глобальным потеплением. Кроме того, большую роль в изменении климата играет человеческий фактор. У Энвар Бейекба свое мнение по этому поводу. Вышел доклад международной группы экспертов в ООН по изменению климата. Вышел доклад, да? И в этом докладе практически 90% специалистов, экспертов, которые занимаются областью изменения климата, они в один голос утверждают, что это результат человеческой деятельности. И, к сожалению, даже я же говорю, 90% ученых, известных, которые профессионально занимаются, они считают, что стоит только ограничить поступление углекислого газа антропогенного происхождения в атмосферу, что атмосфера, значит, изменится. Ничего не изменится. Мы можем вообще никакого углекислого газа не выбрасывать, потому что вот эти изменения, повышение температуры на Земле происходят из так называемого парникового эффекта.
В атмосфере существует ряд парниковых газов, а это значит, что они пропускают солнечную энергию на Землю, не поглощая ее. При этом поверхность Земли нагревается, а тепловое излучение поглощается этими газами. Это и есть парниковый эффект. Без этого механизма природы температура Земли была бы минус 18 градусов. По словам Эгба, повышение температуры создается парниковым эффектом. То есть он зависит, парниковый эффект, от количества вот этих сказанных мной газов. И больше всего при этом он зависит от количества водяного пара. Чем больше водяного пара в атмосфере, тем больше облаков, тем будет теплее и тем больше будет осадков. Вот. Но, к сожалению, все специалисты, ученые там и так далее, они не учитывают водяной пар. Именно влияние водяного пара связано вот это с повышением температуры, что его в избытке стало в атмосфере. Все циклоны и антициклоны, которые происходят в мире, зарождаются в Атлантическом океане, а на него влияют морские течения. Например, большое влияние на него оказывает атлантическое течение Гольфстрим. Ученые уже доказали, что на 15% уменьшилась скорость переноса, скорость течения в среднем Гольфстриме. Это означает, что в ближайшей перспективе нас ожидают суровые зимы. Зимы вот в этом году, который наступает, будут еще хуже. В прошлом году были очень резкие морозы там в Америке, в Западной Сибири там и так далее. Но меньше всего в Абхазии. Абхазия здесь очень устойчивый климат, который обеспечивается тем, что от холодных переносов она защищена горами с севера. А с юга Черное море, значит, и с юга и с запада Черное море тоже не пропускает слишком теплые, жаркие переносы с Африки, с Ближнего Востока там и так далее, они увлажняются на территории Черного моря. Поэтому Черное море не дает наступать слишком большой, высокой температуры и слишком низкой тоже. То, что в мире происходит процесс глобального потепления, факт неоспоримый, и он будет оказывать влияние на окружающую среду. А что касается человечества, то перед силой природы оно бессильно. Гугут Савардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.